Поклонной горе в поддержку действующей власти зампред партии «Патриоты России» Надежда Корнеева оплатила штраф в 1000 рублей за превышение численности участников акции. Деньги на оплату штрафа, напомню, ранее передал премьер, кандидат в президенты Владимир Путин. 4 февраля в столице прошли две многочисленные акции шествия за честные выборы, которые закончилось митингом на Болотной площади. Ответом на эту акцию стал антиоранжевый митинг на Поклонной горе. По данным столичного управления МВД, вместо заявленных 15 тысяч человек в нем приняли участие 140 тысяч, что является административным правонарушением. Корнеевой, как организатору митинга, вменялась статья, которая предусматривает штраф в размере до 2000 рублей. Однако при назначении наказания суд учел все обстоятельства, в том числе признание вины как совершающее. Глава фракции «Единой России» Андрей Воробьев покинул пост главы Центрального исполкома партии. Об этом сообщил в своем твиттере. Напомню, Воробьев возглавил фракцию «Единой России» в Госдуме после декабрьских выборов. По данным газеты «Вести», исполняющим обязанности главы ЦИК вместо него назначен нынешний глава штаба молодой гвардии «Единой России» Константин Белевский. Ранее сам Воробьев сообщил, что служит полномочия не раньше президентских выборов в марте. Накануне агентство цитировали заявление Воробьева о том, что партия не отменит референдум. Что связано с усилением нашей позиции, и новые способы эффективно-политической работы, используются, причем с удовольствием, говорит Воробьев. Агентство на источнике сообщило, что «Единая Россия» может поменять название, логотип и руководство. Президент на Махмутах надлежал ближайшее время сделать заранее обращение к нации по случаю перед исламской революции. О каких именно проектах идет речь, неизвестно. Напомню, США и ряд других стран Запада обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии. 74% жителей России расценивают гомосексуализм как порочное искажение природы человека, и только 15% считают ее нормальной сексуальной ориентацией. Таковы результаты опроса, проведенного агентством социальных технологий Политех. Как показал опрос, 79% россиян считают, что в нашей стране нельзя разрешать однополые браки. 87% выступили за запрет гей-парадов, 82% участников опроса против того, чтобы